Друзья, всем добрый вечер. С вами Миновито онлайн, Алина Васильева. Сегодня у нас в гостях журналист Айдер Муждабаев, замдиректора единственного в мире крымско-татарского телевидения АТР. Добрый вечер, Айдер. Добрый вечер, селям алейкум. Привет всем настоящим белорусам, которые знают, кто они такие, знают, кто им друг, а кто враг. Мы же такие, правда? Да, вы такие. Айдер, сегодня приговор был оглашен Тихановскому и тем, кто проходил по этому делу. Для украинских зрителей, которые не знают, кто это, собственно, блогер, один из лидеров нью-оппозиции, муж Светланы Тихановской, за которого она пошла в качестве кандидата, после того, как его посадили, арестовали в качестве кандидата в президенты, а потом и стала лидером истеблишмента белорусского, который сегодня базируется в Литве. Я бы хотела услышать твое отношение к этому процессу. Вообще к тому, что произошло. Сроки огромные, от 14 до 18 лет, 18 лет у Тихановского. Что ты думаешь по этому поводу? У нас сразу герой. Первое, что я хочу сказать, что такие сроки являются, может быть, для кого-то новостью. Но, например, крымских татаров в Крыму такие сроки выписывают десяткам людей. И это длится уже с 2014 года. И просто, наверное, тогда Сергей Тихановский не знал, что это происходит с крымскими татарами, или думал, что это с ним не произойдет. Поэтому ездил в Крым, снимал там видео, в оккупированные и так далее, и так далее. Но вот оно как-то, судьба так устроена, я не злорадствую. Я просто хочу, чтобы люди причинно-следственной связи понимали. Если ты, будучи белорусом, толерируешь российскую оккупацию Крыма, то жди, когда Кацапия придет в твой дом, захватит де-факто там власть, потому что мы понимаем, что это же не только Лукашенко его сажает, да, и будет то же самое, но уже с тобой. Но это как в том анекдоте же все. Арестовали вот этого, а я-то не тот. Арестовали этого, я-то тут ни при чем. Я что, просто отдыхаю на курорте. А потом вдруг выясняется, что ты отдыхал на курорте, который является местом преступления, местом угнетения, тюрьмой, по сути дела, да, а потом не замечаешь, как твой город становится тюрьмой, твоя страна становится тюрьмой. И вот так оно и устроено, к сожалению. И мне очень жаль Сергея Тихановского, хотя, в принципе, я плохо отношусь, мне просто жаль его как белоруса. А вообще я плохо отношусь к людям, которые за Крым наш, или которые туда ездят. И я просто применяю к ним логику Навального. Это когда он сказал, что Крым не бутерброд, чтобы вот туда-сюда, хотя он сказал, это незаконное было, типа, присоединение, но Крым же не бутерброд, чтобы вот туда-сюда. И я про Навального говорю. Навального, конечно, незаконно посадили в тюрьму и даже отравить пытались. Но Навальный же не бутерброд, чтобы вот туда-сюда. Пусть сидит тогда. Незаконно, вот так уже получилось. Он же не бутерброд теперь. Что ж теперь сделаешь, да? И косвенным образом это относится и к Сергею Тихановскому, которому, конечно, я желаю свободы, да и Навальному, в принципе, бог с ним, как говорится. Да? Просто жизнь, она показывает людям, которые хотя бы раз толеровали оккупацию Крыма, что это все может произойти с ними в какой-то гибридной форме когда-нибудь. И вот Сергей Тихановский, об этом, наверное, никто не скажет, никто так не прокомментирует, он получил чисто крымско-татарский срок. Он получил чисто крымско-татарский срок. И его коллеги, это 18, 16, 14 лет, по-моему, что-то такое, да, это типовые приговоры по крымско-татарским делам. Но они с 2014 года у нас тут, да, но наконец, тот самый Крым, куда Сергей ездил, он добрался, им стала и Беларусь, да, по сути дела, потому что я думаю, что даже Аксенов, этот гауляйтер Крыма, более свободный в своих действиях, чем Лукашенко, который просто, понятно, уже подорванный со всех сторон и спящий там, не знаю, с 5 пистолетами под подушкой и пьющий чай там из одной чашки с охранниками, чтобы его не отравили и все такое прочее. Вот это и произошло, да. И когда... Это первая часть, этого объяснения тому, что для меня произошло. Да? Это толерация зла в отношении других приводит к тому, что зло приходит к тебе. Оно и к россиянам уже приходит. Сейчас многие пишут, россияне, что 37-й год к ним пришел. Я им писал это все в 14-15, что все к вам придет. Я еще в Москве тогда жил.
и что я просто видел, как издеваются над Крымлы, в Крыму над крымцами, я понимал, что это все туда, это все бумерангом вернется. Я писал кучу текстов, их никто не воспринимал ни на слух, ни в ум не брал, ни уму, ни сердцу. Они просто отворачивались, смотрели, какой там Крым. Потом они 7 лет говорили, или 6 лет, что Крым нас не касается, что это все мы в стороне, не впускаем в себя войну, это все не про нас, это все политики. Но теперь, когда их хватает сотнями, когда людей называют украинскими агентами, там, называют черти чем, когда сажают человека, когда закрывают мемориал, когда сажают историков там за какие-то преступления непонятные, приписанные, абсолютно выдуманные из пальца, да. Но это же то же самое было в Крыму, там тоже выдумывали из пальца дела. Я уже писал, говорил, защищайте крымских татар, до вас доберутся. Нет. Да? Ну вот добрались, все. Как бы вот мир он такой, да. И он понятный, он очень логичный, и все твои действия или бездействия, они порождают последствия. Это простая причинно-следственная связь, которую вот жизнь таким вот способом жестоким, она показывает эту связь Навальному, показывает эту связь Тихановскому Сергею, и косвенным образом его супруги показывает, что вот, ну, понимаешь, какое дело. Ты запинаешься в ответ на вопрос, ну или вы запинаетесь, я же не фамильярничаю, на вопрос, чей Крым. Вот, ну, вот если затрудняетесь ответить, что происходит в Крыму, что там происходит, ну тогда вот и воспринимайте все, что с вами происходит, в логике этих событий. Ведь Гитлер, он тоже не сразу начал миллионы людей в газовых камерах сжигать. Сначала там немножко геев почистили, потом вот этих почистили, потом вот этих социалистов, потом еще кого-то, а потом мировая война, да, вот. И особенно мне, конечно, жаль, ну как жаль, я думаю, что Сергея Тихановского еще, может, когда-то освободят, дай бог, да, не 20 лет он просидит. Не знаю, как насчет его соратников, потому что еще одно правило русского мира, вот если существуешь в парадигме русского мира, да, еще одно его правило, это если ты не селебрити, то ты никому не интересен. Вот смотрите, за весь Запад боролся, освободили Ходорковского. Ходорковский хоть 10 лет просидел, вышел на свободу, сейчас в Лондоне вроде неплохо выглядит, да. А где его подельники? Сидят и умирают. Тех вот, кто просто не Ходорковские по фамилии, да, а у них фамилии менее известные, да, Пичугин, там еще кто-то. Вот они уехали, как бы, вот они остались, да. Также, допустим, почти все штабисты Навального их предупредили, и они как бы они уехали. Вот, а все, типа, вот эти люди, которых Навальный называл, я забыл, как баранами, которые на митинги к нему ходили, вот эти, да, бараны сидят. И об этих баранах, вот извините такое выражение, но просто надо понимать, за кем идти, да. Вот о них Навальный даже, когда еще в тюрьме не сидел до отравления, сейчас он более радикальный стал, а тогда вообще, ну, понятно, когда ты чуть на тот свет не отправляешься, что ты начинаешь досоображать. И даже там какие-то его посты были, потому что он стал понимать, что такое русский мир. Ну, может, когда-нибудь и Крым наш до него дойдет, что это причинно-следственная связь его тюрьмы, это как раз оккупация Крыма, да. И вот это не бутерброд, им его накрыл-то именно не бутербродом, да. Вот. Но пока еще не дошло до такого полного осознания. Но он же тоже, когда сажали его сторонников в тюрьму, там, Болотное там и так далее, ему же напоминали все их имена, он их никогда особо не вспоминал, да потому что народу было много, а он один такой. Вот. Ну, собственно, и Запад так работает, потому что, посмотри, как они взяли на щит Навального одного, и никто никогда не вспомнил про настоящего героя Сергея Мохнаткина, да, его вдова, его замучили, убили, это я про русских сейчас говорю. Но я не могу их даже русскими назвать, мне язык не поворачивается, это люди. Вот. Мохнаткина, жена, вдова, вот низкий поклон. И каждый раз, когда я про нее вспоминаю, я говорю, она выходит сейчас с татарскими флагами в Москве, да, и она, ну, святая, вот настоящая святая. Про нее много вспоминают? Нет. Ее посадят, кто-нибудь про нее вспомнит? Ответ нет. Это не корреспонденты гибридной медузы с наркотиками, да, это не какой-нибудь там прошмандовец, который, ну, я не хочу даже таких слов употреблять в отношении российских либеральных журналистов и либералов, потому что прошмандовцы это просто высшая лига моральная по сравнению с этими людьми, да. Но вот это первая часть. Я уж тогда давай подряд все выговорю. Ну, слушай, по Беларуси ведь то же самое, да? Мы же не слышим имена героев, а им грозят сроки не меньше. Нет, но Автухович, Оленевич, Дедок, их... Да, я думаю, что про них никто и не вспомнит. Их запишут в террористы, ну, как когда-то чеченцев, типа, закрыли глаза. Это же террористы. Все, да? Все закрыли глаза. А сейчас что происходит? Так это оттуда все пошло. Вы закрыли глаза, что людей называли террористами, и они им не были, да?
Потом крымских татар называют террористами. Они вообще никогда не были, там даже оружия не было, там даже пороха не было, вот столечко, да, вот. Но ничего, террористы, 18 лет, 20 лет отъезжай, да, вот. И оно иначе просто не работает. Это надо один раз понять. И понять, где, ну, как бы на своей шкуре. Вот сейчас мне очень жаль Светлану Тихановскую, конечно. Я, ну, если предположить, что она действительно, что они с мужем любят друг друга, это никогда неизвестно, но будем думать, что это вот действительно любовь, и она за него пошла, ну, как бы по ее делам видно, что она его любит, там, и он ее любит, там, допустим, да, по крайней мере, друг за друга, вот она в политику пошла, он в тюрьме сидит, как бы это вообще история чуть ли не про декабристов, да, вот, жена декабриста, правда, там посуровее были условия. Ну, да, если честно, жен декабристов особо много не было, масса их повыскакивала замуж потом, вот, там, получив развод, право на развод от императора. Но дело не в этом даже. Я желаю, конечно, чтобы Светлана дождалась мужа своего из тюрьмы, но опять, я хочу, чтобы она, кроме этого, еще подумала одна. Не надо это публично говорить, не надо ничего. Просто один раз сесть и подумать, а почему так произошло? А произошло вот почему. Произошло это все от нежелания смотреть правде в глаза и эту самую правду говорить. Себе хотя бы для начала себе, а потом ты начинаешь говорить ее другим. Вот когда начались события в Беларуси, да, и там было очевидно, что... Нет, конечно, не было очевидно, чем это закончится. Но, по крайней мере, было очевидно, что нужно делать, чтобы борьба продолжилась, и что нужно, еще нужно не делать, чтобы она... Или что нужно делать, чтобы она не продолжилась. Да? Это тоже алгоритмическая, очень простая вещь. Да? Если ты гребешь, то ты плывешь. Если ты перестал грести, ты утонул. Но это такие прям элементарные молекулярные вещи. Единичка, нолик. Да? Я же программист по первому законченному образованию. У меня очень с логикой все хорошо. И вот значит, что Светлана Тихановская? Вот муж уже сидит в тюрьме, уже там 1,5 года, сколько он сидит на тот момент, я не знаю. Вот он сидит в тюрьме, она баллотируется, ее там, ну, вы дальше, это ваша история, вам видней. Вот, но что она, к чему она призывает протестующих, которые могли просто штурмом взять эту тюрьму, вот просто штурмом. И вот мы имеем ситуацию. Сергей Тихановский, муж, находится в тюрьме, в застенках, революция начинается. Она, по сути, жена декабриста, и она возглавляет восстание. Да? И что же, и эти люди, они вот просто элементарно могли взять эту тюрьму штурмом. И были первые дни и недели, когда Лукашенко просто не знал, что делать. Он не знал то ли к Путину, ну понятно, что к Путину в любом случае побежал, да? И чем бы это в итоге закончилось, ну никто не знает. Может быть, это была бы брутальная оккупация, там, не гибридная, а прям брутальная Беларуси. По-разному могло быть. Но знаешь, по крайней мере, человек был бы способен, что он попробовал что-то сделать, да, для освобождения своего мужа. И вот эти сотни тысяч людей, не знаю сколько там, ну десятки, сотни, я думаю, тысяч людей, да, вместо того, чтобы блокировать государственные здания, ограждаться, баррикадироваться, держаться друг за друга, они расходиться каждый день по домам, причем людей начали отлавливать. Но это абсолютно украинская ситуация, только украинцы по-другому поступили. Они начали друг за друга держаться просто и не давать из себя выгрызать людей, не давать себя в обиду. Да? Они же начали, Майдан-то, вот, когда белорусская оппозиция говорит, нам не надо крови, Майдан не был кровавым. Там кровь началась тогда, когда ее начали, по сути дела, россияне через Януковича и так далее. И то непонятно, кто там еще был из спецподразделений. Да? То есть, по сути дела, это рука Москвы была. Вот, то есть Майдан не был кровавым, он просто был мирным собранием, в котором люди держались друг за друга и не давали друг друга по частям уничтожить. Да? Вот. И вместо этого наша жена декабриста призывает всех расходиться по домам каждый день и ничего не делать больше. Но Лукашенко поменял памперс, вот, посмотрел вокруг. Там был шанс буквально на пару-тройку дней, может быть, ну максимум Да. неделю. Да, и ну вам виднее. И я пристально не наблюдал, мне концептуально стало все понятно, после того, как был призыв уже не оставаться на площадях, ничего не делать, как в Украине, чтобы не было. Это говорила Светлана Тихановская, это говорила Светлана Алексеевич, Нобелевская лауреатка, которая сдрыснула в Польшу при первой возможности, да. Вот. Но, правда, у нее мужа в тюрьме не было. Вот тут более счастливый случай, что называется, да. И вот вместо того, чтобы биться деятельно за освобождение своего мужа и всей Беларуси, всего народа, лидер, значит, так получилось, оппозиционных сил на этих выборах, да, говорит, не надо ничего этого делать. Ну, не надо, так не надо, говорит Лукашенко.
собирает силы и начинает всех просто бить, убивать, похищать и так далее. Тихановская успевает бежать, муж остается в тюрьме и получает вот сейчас 18 лет. 18 лет строгого режима и плюс еще 2 человека с ним. Да? И еще куча людей получит. Это только вот просто снаряд близко упал к Светлане, и, конечно, им можно только посочувствовать. Но скольких тысяч белорусов не будет мужей дома, а у которых у некоторых не будет и никогда, и за которых никогда никто не будет бороться, это остается только догадываться. Это знаешь, когда Бродский ехал в ссылку в Норинскую, в деревню там в Архангельском крае, он ехал в одном вот пересыльном вагоне с крестьянином, который украл там мешок ячменя. И он, глядя на этого крестьянина, он понимал, что этот крестьянин никогда не вернется. А за него будут бороться Пенцентр, какие-нибудь там западные литераторы, с которыми он переписывался и так далее, и так далее. А за этого мужчину, который просто рядом сидит и по такому же нелепому приговору, значит, он едет в эту ссылку, разный статус люди имеют, да. И вот тысячи людей, у которых нет такого статуса, как Сергей Тихановский, у них и шансов вообще нет оттуда выйти. И за них не вступится никакая Amnesty International. Вот. Ну, максимум, может быть, они внесут их в список, а некоторых и не внесут, потому что скажут, это какие-то террористы, это что-то слишком жесткие какие-то и так далее. Вот, то есть тут очень все просто, да, ну, все, алгоритм простой. Ты понимаешь опасность, четко ее осознаешь. Твой муж в руках у абсолютно чокнутого человека, который пытки снимает на видео там и смотрит, да, вот, и онлайн смотрит пытки. И ты понимаешь, в чьих он руках и на что человек этот способен. Или ты рисуешь себе розовые облака, что придет Путин и скажет Лукашенко, уходи, противный, да, сейчас вот мы Свету тут назначим или кого-нибудь, да, вот. Но это опять, это как вот неадекватная оценка, да, Путина. Определенный расчет на это и был, они об этом говорят. Ну вот 20 лет Путину у власти, нет ни одного прецедента, чтобы он кому-то помог в России. И вот, конечно же, Светлане, бросив своего сателлита, вассала, которого он уже поздравил с победой на выборах, он, конечно, должен его бросить и броситься в объятия Светлане и сказать: Светлана, я верну вам вашего мужа, вы будете, конечно, президентом Беларуси и так далее. Но это вот, если бы не повод сегодняшний, ну это же смешно просто. Но это же Я вот думаю, что был какой-то расчет на освобождение России. Но расчет Они должен быть, понимаешь? рассчитывают. Расчет это, подожди, расчет это когда есть логика. А когда логики нет, все расчеты это абсолютная метафизика. Это вот, знаешь, написать на заборе слово из 3 букв и ждать, что он материализуется, да, вот, простите, или не ждать. Но просто это настолько стыдное занятие вот для взрослого человека, вот, ждать материализации чувственных иллюзий, что это просто, вот как, знаешь, это не, вот помнишь этот фильм «Формула любви», все помнят же его, да? Да, Неплохой, да. кстати, фильм, что вот этот подросток, абсолютно инфантильный, он ждал, он ничего не делал для этого, он ждал просто материализации чувственных своих иллюзий, да? Вот что Путин придет, порядок наведет, да, Путин придет и всех помирит, и всех подружит. Ну и что, Светлана? Она назвала его мудрым. Ну что, мудрый Путин решил, что делать с вашим мужем, Светлана, и что делать с вами, в случае чего. Вот и все. Но он иначе решить не мог. Я бы вам, если бы вы меня спросили, я бы вам это сказал еще год назад, что вот именно так это закончится. Потому что причинно-следственная связь простая. Есть маньяк, есть жертва, и есть методы против маньяка. Среди методов против маньяка, а это маньяк, да, такие вещи, как уговоры, ну, можно уговаривать перед тем, как пристрелить только. Вот такие переговоры вступают иногда, чтобы просто пулю в лоб запустить ему, да. Но в принципе никаких других средств нет. Это все самообман. Но самообман, он всегда дороже всего стоит. А еще хуже, когда ты не просто сам себя обманываешь других. Я считаю, что одной из государственных преступниц Беларуси, просто совершивших преступление против белорусского народа, является Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич, которая вот этим своим непротивлением, вот этим своим толстовством вот этим и так далее, подставила под гильотину кучу судеб, да, которые будут разорваны по странам по-разному, которые будут разорваны по тюрьмам, которые будут физически разорваны и уничтожены, да, вот она, вот этот, знаете, вот такой гуманизм во время войны, пацифизм во время боев реальных, да, это соучастие в убийстве. Это такое же преступление, как сказать ребенку, там, народ белорусский, к сожалению, ребенок, белорусское общество не такое взрослое, как украинское. Украинское еще недостаточно, я считаю, взрослое, но несмотря ни на что, да, по многим параметрам. Вот, там довольно инфантильное, как социум, да, довольно еще постсоветское достаточно. Но тут что-то люди многие поняли, да. А у вас вообще общество ребенок. Это когда взрослая тетя
да, которая своему ребенку никогда такого не пожелает, ни своему мужу такого не пожелает. Она вдруг почему-то объясняет другим, что не надо сопротивляться, вот, и просто мальчик, постой вот тут под бетонной плитой, пожалуйста. Вот. Сама отошла на безопасное расстояние, мальчик стоит с шариком под бетонной плитой, плита херак этого мальчика нет, и тетя такая, ой, и молчит. Много она в последнее время выступала. Какие еще полезные советы Светлана дала своему народу, Нобелевская лауреатка? Какие? Почему она в Варшаве? Никто не знает случайно. Вот. Что произошло, Светлана, дорогая? Я помню, когда к ней все послы ЕС пришли, чтобы ее отпустили в Польшу, да? Так вот, к тем десяткам тысяч людей, которых она умоляла и проклинали людей, которые предлагали делать Майдан, да? Реально спастись всем. Потому что Майдан — это Ноев ковчег революции. Это единственный способ спастись и победить. Единственный. Выжить и победить. Потому что когда в революции нет Ноева ковчега, наступает полный кирдык. Северный русский брюшной зверек приходит. Протесту, революциям и так далее. Писец он называется в простонародных сказках. Вот и все. Это все было прогнозируемо. Просто вообще я об этом говорил, что я получал в ответ. Ненависть вот этих. Может, сейчас кто-то до кого-то дошло. Может, в тюрьме до кого-то дошло. Ненависть белорусов, вы нас не учите жить. Кто вас учит жить? О чем речь? Это просто элементарная технология, когда тебе говорят, вот у тебя там горит хата, возьми воды и полей. Не учите меня жить, я не буду это делать. Окей, не делай, все. Как бы дважды два, когда говоришь, что 4, это не учить жить. Это просто вернуть в зону реальности человека, общества, друга, там, я не знаю, кого угодно. А когда ты утаскиваешь людей из зоны реальности, причем сам четко знаешь, что ты спасешься, да? Это она же абсолютно была уверена, что все равно ее вытащат, да, как тот Бродский в этом вагоне с этим простым человеком, да? Она-то, конечно, спаслась, у нее Нобелевская премия и, по сути дела, индульгенция. Но пока еще Нобелевских лауреатов пока еще не ест Лукашенко, да? Вот, хотя все может быть. Вот, но вот, собственно, все, что я хотел сказать. Это, по-моему, исчерпывающий комментарий, ну, по крайней мере, с моей стороны, к тому, что произошло. Еще раз повторю, что я не желаю никому тюрьмы, тем более лукашенковской, как и русской тюрьмы. Никому не желаю. Но просто политик настоящий, он должен словами и делом делами делать то, чтобы не самому туда не попасть, но чтобы и людей туда не отправить, чтобы людей не подставить. Вот и все. А так получается, что получается такая гибридная, трагически подлая история, да, со всех сторон. Конечно, вы все это переживете когда-то, и, конечно, все это все поймут, но чем быстрее, конечно, тем лучше. И, конечно, я думаю, что Светлана Тихановская и Светлана Алексеевич, ну, в последнюю я не верю, потому что там левацтво и самомнение такое, что она никогда не признает своих ошибок, но Светлане Тихановской стоит один раз встать, сказать и признать свои ошибки, что ее, да, я ничего не понимала в политике, так получилось, что волна просто жизни занесла меня вместо моего героического мужа, осужденного на 20 лет, да, я не знала, чей Крым, боялась отвечать, думала, что там имела иллюзии насчет Путина, иллюзии оказались пустопорожними абсолютно, да, он не только не спас, но и вот произошло, что, да, я прошу прощения у своей нации, я сама повзрослела, и я никогда больше вам не буду говорить таких умопомрачительно наивных вещей. Потому что наивность убивает. Так же, как и полуправда убивает, так же, как, ну, не будем уже повторять, самообман, иллюзии, розовые облака и попытка представить, допустим, Путина каким-то посредником, спасителем. Ну, я не знаю, как бы, мне кажется, сейчас уже все понятно. И кто такой Лукашенко, и как он связан с Путиным, и все остальное прочее, да. И сейчас уже белорусам не надо ничего объяснять, просто цена большая. Но, видимо, Лен, знаешь, есть какая-то логика Непонятно это. истории, есть Непонятно. как, ну вот, ну значит, все равно поймут. Ну слушай, даже в Украине до конца всем непонятно вот реальность угрозы войны, там, да. Мгм. Некоторые люди живут своими какими-то иллюзиями, там, не у всех погибшие есть друзья, знакомые, родственники, да. Кто-то там успокаивает себя какими-то, что абсолютно беспочвенными надеждами на то, что вот будет там мир какой-то, что кто-то помирится, что Путин уйдет с Донбасса. Но это же какие-то наркотики надо употреблять, чтобы вот так думать, да? Ну, казалось бы, тем более в Украине. Что говорить про белорусское общество? Это общество вообще ребенок, причем совсем непонятно еще, что с ним дальше будет, с этим ребенком. Поэтому
Это очень все шатко, очень все, тем более на фоне того, что Путин восстанавливает Советский Союз, мы же видим их риторику, когда строится империя, щепки летят. Мы знаем прекрасно, что тут русские никогда не считали жертв, никогда не считались с кровью, тем более с чужой. Со своей-то не считались, а с чужой-то кто такие белорусы? Белорусы это народ, которого надо просто добить. Вот это по случайности еще кто-то знает белорусскую мову, да, хотя она древнее, там, может быть, и того, на чем говорят в Москве, Мгм. да, и книги на ней издавались значительно раньше, и французская, ну, я не буду перечислять, да, вы знаете все это самое, да, но вот они все это сперли, и выход тут только один, конечно. Я знаю, что ты придерживаешься такого мнения, что все-таки нужно без отрыва от империи этого ничего невозможно. И с каждым годом будет становиться все яснее. Без уничтожения центра зла, без уничтожения вот этого царства Кощея и так далее, ничего не произойдет. Яйцо Кощея этого находится в Крыму. Потому что оттуда он начал, ну он не оттуда начал, но просто он начал с Чечни, понятно, там Грузии и так далее. Но все-таки как бы покушение на Украину это его главное преступление. Это то, к чему он готовился всеми предыдущими преступлениями. Проверяя на прочность, на реакцию вот эту охранную систему западную и так далее, на чувствительность ее, там, на вот, ну, проверил, убедился и совершил рывок. Теперь Беларусь ничуть не в лучшем положении, чем Крым. А белорусы, которые не согласны, что они часть русского мира, ничуть не в лучшем положении, чем крымские татары. Вот и все. По крайней мере, в моральном ничуть не хуже, не лучшее положение. Да? Это так. Ну, вот и все. А рецепт простой. И призыв ко всем. И к Тихановской, и ко всем остальным. А, кто еще какие-то иллюзии, может быть, питает, да? Вы никто для России, никто для русских вообще. То есть вы для них в лучшем случае молчаливый водитель автобуса в Москве. Вот это максимум, кем они видят белоруса, да. Вот, то есть он их не раздражает белорус, потому что у нее в основном светлые волосы. Да? Они очень не любят темноволосых людей, там, ну, там расизм свой, как бы, да. Вот, они просто белорусы, это те люди, которых, если на приезжих из Средней Азии они как-то обращают внимание, потому что их Мгм. раздражают расистов, да, то белорус это просто прозрачный человек для россиянина. Его просто нет, совсем нет. И вот белорусам надо самим себя, хотя бы для себя нарисовать, вот, чтобы не быть прозрачными. И нарисовать какими-то четкими линиями, четкими красками. Кто такие белорусы, почему они не россияне, не украинцы, и почему они не поляки, и почему, и почему, и почему. Но если ни поляки, ни украинцы не претендуют на польскую идентичность, а наоборот ее любят очень, ты же знаешь, как в Украине относятся к белорусской мове, там, ко всему. Да, Также и да. польская, я знаю, они и понимают друг друга, эти народы все, то в России другой подход. Это подход хищника, а в чужом желудке не разговаривают. Спасибо, Айдер. Спасибо огромное. Делитесь этим видео, ставьте лайки. Благодарю всех, кто нам помогает. Живи Беларусь, слава Украине. Да, и на мой канал подписывайтесь тоже. Обязательно Я подписывайтесь на канал Айдера Муждабаева, мы сразу поставим ссылку.